Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире «Прайм Мацарский», программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю обо всем самом важном, интересном или просто любопытном из того, что произошло за последние несколько дней в мире. Что ж, давайте с нашего короткого, уже традиционного, давно уже традиционного дайджеста начнем и перенесемся для начала программы в Японию. Я подозреваю, я так думаю, что все или почти все зрители так или иначе видели какие-то фото или видео с церемонии открытия Олимпиады в Токио. Это действительно было знаковое событие. Больше года ждали этого открытия, перенесли или около года, перенесли из-за коронавируса. И вот те видео, те фото, которые вы видели, они были сняты на центральном олимпийском стадионе в Токио, в японской столице. Но не только в Токио проходят соревнования. Вот то, что вы сейчас видите на экране, это совсем другой стадион, совсем в другом городе. Это город Саппоро. Дело в том, что не может Токио принять чисто физически все игры, не может принять все матчи, например, футбольные. Поэтому часть матчей проводится на стадионе в Саппоро, в городе чуть севернее, чем Токио. Там построен ультрасовременный стадион. Вы видели там и выдвижные трибуны, и выдвижное само поле. Все максимально автоматизировано. Еще там и специальная система кондиционирования воздуха для того, чтобы спортсменам, для того, чтобы участникам соревнований и зрителям, хотя зрителей-то сейчас нет, но то есть участникам делегаций, которые присутствуют при этих соревнованиях, было не так жарко, не так тяжело наблюдать за матчами. Поворачиваются трибуны, вы видите, да, как все это выглядит, вернее, поле поворачивается по отношению к трибунам. Абсолютнейшая фантастика, все автоматизировано, электродвигатели, все действует так, как будто мы находимся в каком-то научно-фантастическом романе. Незадолго до начала Олимпиады в Саппоро были перенесены еще и соревнования по марафону и по спортивной ходьбе. Причем, как вы понимаете, марафон и спортивная ходьба – это те состязания, которые не проходят на стадионах, не проходят где-то в закрытых помещениях. Это на улицах, на обычной проезжей части, которую перегораживают для движения общественного транспорта и личных автомобилей как раз на время соревнований. Почему перенесли в Саппоро? Дело в том, что нынешняя летняя Олимпиада в Токио, судя по всему, станет уже, она потихонечку к этому рекорду приближается, самой жаркой из всех летних Олимпиад за историю, современную историю игр. В среднем больше 30 градусов, а в пиковые дни ожидается 38 и даже выше градусов по Цельсию в Токио. Саппоро чуть более прохладный город. В Саппоро нет таких температур. Обещают, что не будет температура приближаться к этим кошмарным для спортсменов 35, а то и 38 градусам. Поэтому туда решили перенести самые изнурительные состязания. Туда решили перенести те соревнования, при которых люди максимально уязвимы для окружающей среды, для высоких температур. Повторюсь, это марафон и это спортивная ходьба. Там тоже очень и очень большие расстояния преодолевают спортсмены. Так, что ж, остаемся в Азии, но на этот раз перемещаемся в Индию. В Индии произошло следующее. Дело в том, что в Индии действует огромное количество в самых разных штатах, самых разных вооруженных группировок. Это и сепаратисты, которые пытаются отколоть какие-то кусочки Индии для создания на их территории своих каких-то национальных государств, и люди, которые требуют там установления какой-то марксистской или околомарксистской власти. И вот на днях представители одной из группировок, она не так давно была создана, которая называется Национально-освободительный фронт Бодоленда, сдались 28 человек, сдались индийским властям. Эта группировка стала таким продолжением давно уже действовавшей и давно уже существовавшей организации Национально-демократический фронт Бодоленда. Они еще в прошлом году сложили оружие, но от них отсоединилась группировка в несколько десятков человек, которая вела войну, продолжала войну, в которой гибли от нескольких десятков до нескольких сотен мирных жителей и представителей полицейских сил Индии ежегодно. Можете себе представить, то есть это вроде бы как война небольшой интенсивности, где-то она сосредоточена в джунглях, в каких-то приграничных с Непалом или с
Мьянмы и районы, но тем не менее, так или иначе, каждый месяц несколько человек в этой войне гибли, причем не только представители вооруженных сил, не только полиция, но и мирные жители часто их там, скажем так, наказывали, если так можно выразиться, за сотрудничество с полицией, за уплату налогов, только даже, например, время от времени под удар такого рода сепаратистов попадали учителя или чиновники за то, что получали зарплату, то есть фактически действовали в интересах индийского правительства, получали зарплату от Дели, то есть действовали в интересах индийского правительства. Вот этот вот главарь, он самый первый был на кадрах, его зовут Эмбата, он заявил, что неправильно поняли, что никакой сдачи, никакого прекращения вооруженной борьбы нет, и что вот то, что эти люди пришли, сложили оружие и дали себя отвезти в какой-то полицейский участок, это не было сдачей в плен, что это была лишь переговоры о временном перемирии. В ходе этих переговоров о временном перемирии вот это самое сложение оружия и готовность верить себя в руки индийским военным, это был лишь, с его точки зрения, как он объясняет, лишь такой жест доброй воли, но никак не готовность сложить оружие. То есть индийское правительство говорит: все, они сдались, больше опасности нет, смотрите, мы теперь будем с ними вести переговоры уже как с группировкой, отказавшейся от насилия. Сама группировка, ее представители говорят: нет, мы не отказываемся от насилия, мы просто на время даем шанс индийским властям продемонстрировать свое миролюбие, прошу прощения, свою готовность с нами договариваться по-хорошему. А вот где не удается договориться по-хорошему, так это в Иране. Там уже около 2 недель в сразу нескольких частях Ирана проходят столкновения протестующих и сил безопасности иранского режима. Все началось в провинции Хузестан. Это регион Ирана, который населен преимущественно арабами и преимущественно суннитами. Поводом для начала вот этого вот арабско-суннитского восстания, поводом для начала массовых выступлений против действующего сейчас в Иране режима стала засуха. Дело в том, что Иран столкнулся с небывалой жарой, с небывалой засухой. Из-за этой засухи оказались и скот, и посевы без воды, и даже отключен был водопровод в большом количестве крупных городов и сел Хузестана. Все началось именно там. Люди вышли требовать от властей решить проблему с водой. Люди вышли требовать от властей вообще решить проблему системного расизма. Почему я говорю о системном расизме? Дело в том, что вот эта проблема с недостатком воды, питьевой воды, воды для орошения, воды для скота, это только такая вершина айсберга по отношению иранского, персидского, шиитского руководства к своим арабским суннитским подданным. Дело в том, что через Хузестан протекала достаточно полноводная река, которую несколько лет назад, и в принципе благодаря воде из этой реки можно было бы спокойно пережить любую засуху, не гиб бы скот, не гибли посевы, тем более люди бы не испытывали недостатка в воде. Но несколько лет назад были построены целая система каналов, которая перенаправила воду из Хузестана в ряд других иранских провинций, уже населенных преимущественно иранцами и преимущественно шиитами. Почему так произошло? Потому что иранское правительство не совсем доверяет арабам, не совсем доверяет суннитам, считают, что они могут быть нелояльными нелояльными верховным властям, и не хотят они, чтобы у арабов появлялась какая-то мощная индустриализация, чтобы в арабских районах, в арабских провинциях появлялись какие-то заводы, какие-то крупные предприятия, которые бы давали бы работу, которые бы давали бы много денег в местные бюджеты, и тем самым давали бы этим людям возможность как-то более независимым от центральных властей быть. Поэтому воду у них забрали, воду перенаправили в основном иранские, в основном шиитские районы, для того, чтобы там эту воду использовать для строительства, производства, для того, чтобы эту
эту воду потом использовать при каком-то промышленном производстве. То есть вот эта вот история с водой для Хузестана, с водой для арабов, это только вершина айсберга, как я уже говорил. Проблема куда глубже. Проблема в системном расизме, в системном притеснении прав арабского меньшинства, с которым это самое арабское меньшинство сталкивается постоянно и повсюду. Но, кстати, замечу, уже не только Хузестан, уже прошло больше 11 дней этих протестов, уже не только Хузестан протестует, уже не только там столкновения с силовиками из полиции, уже подключились к протестам районы с преимущественно курдским населением, и даже уже сами иранцы, сами представители национального большинства Ирана тоже подключились к протестам, и несколько крупномасштабных митингов прошли даже в иранской столице, в Тегеране. Люди требуют от властей больше внимания уделять внутренним проблемам, люди требуют меньше тратить денег и ресурсов на поддержку Хизбаллы, на поддержку Хамаса в секторе Газа и скорее сконцентрироваться не на каких-то крупных геополитических играх, а на решениях внутренних проблем Ирана, на решениях тех проблем, которые стоят перед самим народом Ирана. Насколько готово отреагировать руководство, неизвестно, непонятно. Но вот сейчас они пытаются там и пряником, и кнутом задушить протест. Пряником это отправляют воду в те регионы, которые прям цистернами, автоцистернами везут, в те регионы, которые больше всего пострадали от засухи. А кнутом это переправка сил жандармов и сил армии в те края, где продолжаются бунты. Непонятно, сколько человек погибло. Самая разная информация есть. От 6 человек до 40 человек, по разным данным, погибло в столкновениях протестующих с силами правопорядка. Ну, я подозреваю, что где-то посередине истина, то есть так или иначе счет погибших идет на десятки. Можем предположить, более подробная информация станет доступна, я подозреваю, чуть-чуть позже. Что ж, еще есть проблемы на Ближнем Востоке и в некогда цветущей прекрасной стране под названием Ливан. Там уже давно продолжается кризис экономический, кризис финансовый, кризис правительственный. И тут еще на страну обрушился кризис топливный. Есть уже даже первые погибшие в этом топливном кризисе. Одного парня, 27-летнего, он погиб, стоя в очереди на заправку, и в его автомобиль врезался грузовик, потому что никто не ожидал, что такая очередь будет так надолго растянется, и парень погиб вот как раз стоя в очереди на заправку. Вот вы видите, это местные жители сняли очередь на заправку где-то на шоссе между ливанским Бейрутом и ливанским же Триполи. Люди проводят в таких очередях по несколько часов. Есть информация о том, что от 6 до 8 часов многие вынуждены простоять для того, чтобы буквально пару литров топлива получить, потому что есть ограничения на то, сколько топлива может один покупатель получить. Вроде бы как частично сейчас удастся решить проблему. За счет чего? За счет того, что ливанское правительство договорилось со своими коллегами в Ираке о поставке нефтепродуктов в обмен на какое-то ливанское продовольствие, в обмен на какие-то финансовые и прочие услуги, которые ливанское государство еще может оказывать несмотря, вернее, на тяжелый кризис, в котором оказалась сейчас страна. 1 миллион тонн нефти и нефтепродуктов поставит Ирак в ближайшее время Ливану. Вот сколько это, много или мало? Ну, вот уже в Ливане посчитали, и правительство с этой оценкой согласилось, что 1 миллион тонн это количество нефти, которое достаточно будет для того, чтобы на несколько месяцев, примерно на 3, максимум на 4 месяца обеспечить электростанции, которые действуют в стране, топливом, необходимым для того, чтобы поддерживать электросети в рабочем состоянии. То есть 1 миллион тонн – это примерно максимум, вернее, 4 месяца нормального бесперебойного работы электросетей в стране. Сейчас в среднем
среднем, я даже специально связывался с людьми в Бейруте, уточнял, сейчас в среднем в сутки в домах отключают электричество на срок от 15 до 18 часов. То есть большую часть суток электричества нет. В некоторых городах, тем более там в отдаленных от городов селах, электричество не бывает часто вообще сутками. В некоторых местах его вообще отключили, и не видели люди работающего электричества уже по несколько дней, а то и несколько недель. То есть вот теперь нужно будет заплатить товарами и услугами Ираку порядка 400 миллионов долларов только за то, чтобы дать возможность людям вернуться к привычной работе, к тому, чтобы в домах свет включался не на 7-8, но максимум 10 часов, а чтобы он там работал круглые сутки. Что будет потом, непонятно. Тем более в Ливане до сих пор нет до конца сформированного кабинета министров. Кризис продолжается. Конечно, каким-то образом с помощью той же сделки с Ираком удалось какие-то первоочередные дырки в этом тонущем судне ливанской политики заткнуть. Но что будет дальше, даже страшно предположить. Что ж, из Ливана переносимся в Никарагуа. В Никарагуа были несколько дней назад крупномасштабные такие мероприятия, празднование годовщины образования Сандинистского фронта. Это тот самый фронт, который победил в революции в 79-м, по-моему, году и на много лет установил в стране диктатуру сандинистов. Всем знакомо, наверное, особенно тем, кто постарше, диктатуру человека по имени Даниэль Ортега. Вот вы видите, как праздновали сторонники Даниэля Ортега. Праздновали там действительно с какими-то пикниками, с какими-то, значит, фаер-шоу, с фейерверками. Отмечали, вот, собственно говоря, годовщину, юбилей создания этого самого Сандинистского фронта. Как отметила власть этот праздник? Дело в том, что Даниэль Ортега потерял власть в 90-м году, но в 2006 году вернулся в президентское кресло и так целенаправленно шел к настоящей узурпации всего, чего только можно. Он через суды отменил все ограничения на максимальное количество занимаемых сроков. В Никарагуа было ограничение на 2 срока подряд. Он это отменил, он уже отсидел гораздо больше, чем 2 срока. Он начал гонение и изгнание из страны независимых журналистов и независимых медиа. И последнее, что он успел сделать, это он, что называется, рейдернул главную оппозиционную партию в Никарагуа, посадил в руководство этой партии своих верных ему людей. Был проведен такой фейковый съезд, новый съезд этой партии по переизбранию руководства, по переоформлению каких-то партийных документов. И люди, верные Даниэлю Ортеге, на этом самом съезде, на этом фейковом совершенно собрании взяли и подменили собой руководство настоящее оппозиционное. И теперь фактически в парламенте Никарагуа сидит партия Даниэля Ортеги, партия, которая формально не Даниэля Ортеги, но на самом деле полностью его прислуга, и несколько человек, каких-то там условно независимых персонажей. Что делает сейчас Даниэль Ортега? У него новые выборы на носу. 7 ноября пройдут парламентские выборы в Никарагуа. И вот Даниэль Ортега, которому сейчас 75 лет, а вскоре после выборов исполнится 76 лет, и он намерен идти на эти выборы, занялся арестами тех людей, тех политиков, которые хотя бы намеком заявили о том, что готовы будут составить Даниэлю Ортегу конкуренции на этих самых выборах. Вот в самом конце прошлой недели был арестован уже 7-й потенциальный кандидат в президенты, то есть уже 7 человек из тех людей, которые могли бы хотя бы просто условно, но составить конкуренцию Даниэлю Ортеге, вот они сейчас находятся за решеткой. Сделается это потому, что вот все, что только мог взять под свой контроль, Ортега взял. Единственное, что ему пока не удается вот максимально, что называется, рейдернуть, это систему избирательную. И есть не нулевая вероятность того, что если будут допущены какие-то не провластные кандидаты, какие-то кандидаты от оппозиции, то они так или иначе или отберут у него победу у Ортеги, или смогут его там, что называется, здорово напугать. И поэтому для того, чтобы не допустить такого развития событий, Даниэль Ортега занимается
арестами своих конкурентов. Их обвиняют в таком традиционном наборе преступлений: измена родине, терроризм и так далее. То есть этим людям действительно могут грозить очень и очень серьезные сроки, тюремные сроки имеется в виду. Так, в Литву переносимся. Я уже об этом как-то подробно рассказывал, о том, как Александр Лукашенко выстроил целую цепь по переправке нелегалов из стран Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока на территорию Евросоюза, в первую очередь в Литву. Туда заводятся люди десятками, а то и сотнями. Белорусские чиновники и пограничники проводят их каким-то дыркам в границе, закрывают глаза, и для того, чтобы вот их отправить дальше в Литву, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Литве. Похоже, что и в Евросоюзе в целом. Похоже, что Лукашенко это более-менее удается. Вот посмотрите, это в одном из приграничных городов Литвы, как раз на границе с Беларусью, уже местные жители выходят на акции протеста, требуют каким-то образом решить проблему. Почему? Потому что они боятся, что вслед за наплывом беженцев, вслед за наплывом нелегалов начнутся проблемы с преступностью. Это не потому, что все те, кто приезжают из Африки, из Ближнего Востока или из Азии, преступники. Просто это те люди, которые оказываются предоставлены сами себе. Они отдали все последние свои сбережения, все то, что могли отдать, отдали режиму Лукашенко за то, чтобы те привезли их границы, дали им возможность эту границу пересечь. Дальше они оказываются в чужой стране, не знают языка, не знают законов, не знают порядков, не знают обычаев, не могут прокормить себя и свои семьи легальным трудом. Им каким-то образом нужно выживать. Понятно, что так или иначе, когда ты оказываешься в такой ситуации, ты для того, чтобы прокормить себя, прокормить свою семью, пойдешь даже на совершение преступлений. Известно, что затормозилось строительство забора на литовско-белорусской границе. Там такого серьезного забора до последних дней не было. Вот сейчас, когда Лукашенко начал устраивать вот такие диверсии, фактически теракты в отношении Евросоюза, литовцы начали в срочном порядке строить забор, начали перебрасывать туда какие-то дополнительные соединения армии для того, чтобы армия поучаствовала в строительстве этого самого забора, и столкнулись с тем, что в Литве у литовской армии закончилась колючая проволока. Все, ее нет. Они ее все использовали, а граница еще не закрыта. В итоге обещали прийти на помощь Литве союзники по Евросоюзу, по НАТО. Эстония сказала, что отправит беспилотники, с помощью которых можно будет наблюдать за границей и наблюдать за теми участками ее, которые не закрыты, не защищены. И кроме того, порядка 100 километров колючей проволоки эстонцы тоже предоставят своим литовским коллегам для того, чтобы защититься от вот таких вот хитростей, к которым сейчас прибегает Александр Лукашенко. Людей, которые перешли границу, вот они сейчас живут в каких-то лагерях для беженцев. Конкретного решения, понятного решения их судеб нет. Документов часто у них нет. Проверить, откуда они на самом деле прибыли, действительно ли там на родине им угрожалась опасность, не представляется пока возможным. Поэтому их просто сейчас собирают в этих временных лагерях беженцев. Пока лето, пока жарко, есть возможность как-то им разместиться, как-то им жить в этих палаточных лагерях. Что будет тогда, когда начнутся дожди, тогда, когда начнется холод, неизвестно. Но известно только то, что количество беженцев не уменьшается. Каждый день десятки, а то и сотни людей из самых разных стран мира с территории Беларуси пытаются сейчас проникнуть на территорию Европейского Союза. Что ж, последняя история, которая у нас сегодня есть в дайджесте, история из Африки, из Марокко. В Марокко ведутся сейчас переговоры. Представители властей Марокко ведут переговоры с одним из крупнейших европейских производителей военных кораблей, боевых судов. Так вот, марокканцы сейчас ведут переговоры о закупке нескольких фрегатов класса Карла Бергамини. Вот вы видите эти фрегаты, они достаточно новые. Контракт на их производство был заключен буквально несколько лет назад. Первые такие фрегаты поступили на вооружение флота Италии в 2012 году, а так контракт должен быть закончен к 2022 году. И вот 27 таких фрегатов, их название ФРЭМ, сокращенно
оснащенная, должны поступить на вооружение флотов как Италии, так и Франции. Но еще и Марокко хочет получить себе такие корабли в зависимости от того, что установлено, какое вооружение и какие системы слежения установлены на этих фрегатах. Они могут быть использованы для борьбы против подводных лодок, для борьбы с опасностью с воздуха, ну и как такие, в принципе, общефлотские корабли Марокко. На самом деле у Марокко очень мощный и так есть флот. Там достаточно современный, есть современные нынешние, по нынешним временам адекватные временам боевые фрегаты. Хотят вот получить, это одни из самых современных. Вот эти вот фрэмы одни из самых современных в мире, которые только есть. Почему? Да потому что на самом деле в Марокко наравне с Великобританией, которая принадлежит Гибралтар, из Испании, фактически являются главной державой, обеспечивающей безопасность в Средиземноморье. И проход из Средиземного моря в открытый океан тоже во многом контролируется марокканским военно-морским флотом. Видя, что творится в мире, видя, насколько нарастает нестабильность, как всякие сумасшедшие персонажи вроде Путина раскачивают вот эту вот лодку мировой стабильности, марокканцы тоже не хотят стоять в стороне. Марокканцы хотят каким-то образом обезопасить и себя, и торговые пути, от которых во многом зависит благополучие и Марокко, и соседей этого африканского государства. Хотят поставить себе на вооружение совсем уж мощные, совсем уж современные фрегаты. Что ж, будем смотреть, как у них это получится. Но вот известно, что пока вроде бы производители этих фрегатов не ведут переговоры о постройке новых судов этого типа. Но, с другой стороны, до 2022 года осталось не так много времени. В 2022 году они должны выполнить все свои обязательства перед Италией, перед Францией, и, может быть, тогда уже смогут взяться за производство новых фрегатов еще и для марокканского военно-морского флота. Что ж, на этом мы дайджест заканчиваем, переходим к большим основательным сюжетам. И первым делом хочу поговорить о Южноафриканской Республике. Там вроде бы как, держим кулачки сжатыми, закончились многонедельные акции протеста, которые на самом деле были даже не акциями протеста, а настоящими бунтами. По официальным данным, в этих бунтах погибло 330 человек, по неофициальным данным погибших уже больше 500, несколько тысяч получили ранения разной степени тяжести, и во многом эти бунты стали следствием очень непростой современной и не только современной истории ЮАР, где годами царило неравенство, где годами царил апартеид, и где вот определенное неравенство сохраняется и до сих пор. Давайте посмотрим сюжет об истории ЮАР, для того, чтобы было понятно, да, что я имею в виду, а потом я расскажу о нынешних бунтах, о том, чем они были вызваны и чем они закончились. Европейцы впервые добрались до южной оконечности африканского континента еще в разгар эпохи великих географических открытий. В 1497 году на территории нынешней Южноафриканской Республики даже побывал знаменитый португальский мореплаватель Васко да Гама. Визиты европейцев в те края были скоротечны и часто случайны. Первую попытку колонизации Южной Африки предприняли голландцы в середине 17 века. В 1652 году в Столовой бухте было основано первое постоянное европейское поселение – Капская колония. В последующие годы в Африку переехало немало белых поселенцев и еще больше африканских и азиатских невольников. В конце 17 века к голландским переселенцам в Капской колонии добавляются французские протестанты. У них на родине в то время идут настоящие гонения на инакомыслящих, и правительство Нидерландов дает согласие на предоставление французам убежище в своих африканских владениях. Кроме голландцев и французов, европейское население будущей ЮАР в 17 и 18 веках было представлено переселенцами из Германии и скандинавских стран. Все они довольно часто вступали в военные столкновения с местным африканским населением, которое активно сопротивлялось колонизации своих земель. Чаще всего с африканцами воевали те европейцы, которые селились не в самой Капской колонии, а в районах, прилегающих
прилегающих к ней. Эти поселенцы получили название буры. Капская колония и фермы буров довольно бурно и успешно развивались аж до конца 19 века. В 1795 году Нидерланды оказались оккупированы наполеоновской Францией. Голландское правительство было смещено и не могло позаботиться ни о своих гражданах на европейском континенте, ни тем более в далеких африканских колониях. Этой ситуацией поспешила воспользоваться Великобритания, которая к 1805 году взяла под свой контроль Капскую колонию. Когда ближе к середине века стало понятно, что британцы пришли в Африку всерьез и надолго, голландцы из Капской колонии, их еще называют африканерами, покинули насиженные места и отправились подальше от чужаков. Эти африканеры основали две своих собственных страны – Трансвааль и Оранжевое свободное государство. При этом и голландцы, и британцы продолжали политику отъема земель у местного населения и обращения африканцев в рабов. После ликвидации рабства британцы начали тысячами завозить в Африку рабочих из уже подчиненной им Индии. Индийцы работали в том числе и на добыче алмазов, обнаруженных в Южной Африке в 1867 году. Вскоре британцы нашли в африканских недрах и золото. Самые обширные залежи драгоценного металла оказались расположены на землях бурских государств, которые совсем не горели желанием делиться золотом с британцами. В результате в 1899 году Лондон объявил бурам войну, которая оказалась одной из самых затратных и кровавых в долгой британской и имперской истории. Эта война унесла жизни 22 тысяч британцев, 34 тысяч буров, 15 тысяч темнокожих африканцев. По ее итогу два государства буров были включены в состав африканских колониальных владений Великобритании. В англо-бурской войне принимали участие такие люди, как Уинстон Черчилль, командированный в Африку в качестве военного корреспондента, и Махатма Ганди, добровольно отправившийся служить санитаром в британские войска. В 1910 году африканские колонии объединились в Южноафриканский союз, власть в котором безраздельно принадлежала белым европейцам. Темнокожие жители союза и их объединения не допускались к выборам и не назначались на государственные должности. В 1948 году к власти в стране пришла Бурская национальная партия, обещавшая избирателям построить исключительно белое государство. Буры рьяно взялись за исполнение этого обещания, запретив темнокожим голосовать на выборах и лишив их права жить в одних районах и даже городах с белыми. Были запрещены смешанные браки и созданы специальные гетто – бандустаны, в которые переселили значительную часть африканского населения. Целенаправленная политика лишения темнокожих гражданских прав получила название апартеид, что переводится как разделение. Апартеид стал причиной нескольких масштабных бунтов темнокожего населения, жестоко подавленных властями. Зачинщиков бунтов и организаторов антиправительственных демонстраций наказывали многолетним тюремным заключением. Политика южноафриканских властей вызывала отторжение у западного мира, из-за чего Южноафриканский союз в 1961 году порвал даже формальные связи с Британской империей и был объявлен полностью независимым государством Южноафриканской республикой. Некоторые послабления в политике апартеида начались лишь в начале 1990-х годов. Тогда из заключения были выпущены лидеры протестных объединений, в том числе и Нельсон Мандела, который провел за решеткой 27 лет. В 1994 году под давлением мирового сообщества и прежде всего США политика апартеида была отменена, и все жители ЮАР, вне зависимости от происхождения и цвета кожи, получили равные права. На прошедших в том же году первых после отмены апартеида президентских выборах победу одержал Нельсон Мандела. Сейчас порядка 80% граждан ЮАР – это темнокожие, около 9% белые, остальные люди смешанного происхождения или потомки азиатских рабочих, привезенных британцами в Африку в конце 19 и начале 20 веков.
Вот одним из следствий вот долгой, многовековой, многолетней российской традиции стало вот такое воспитанное недоверие внутри даже одних расовых групп. То есть даже внутри большого этого, внутри основного большинства темнокожего населения ЮАР люди делятся на разные этносы, на разные нации, они очень часто друг другу не доверяют. Вот предыдущий президент Джейкоб Зума, он относился к самому крупному, их порядка 37-38% населения, к самому крупному вот этому вот меньшинству, это зулусы. Сейчас он находится под следствием сразу по обвинению сразу в нескольких преступлениях. Там есть и изнасилование, есть и другие преступления, но в основном ему вменяют коррупционные разного рода схемы. Вот расследования его коррупционных схем еще продолжаются, еще точка не поставлена в этом процессе. Но вот он настолько себя хамски, настолько себя нагло вел в ходе судебных процессов, что судья не выдержал и приговорил Джейкоба Зуму к нескольким неделям в тюрьме за неуважительное отношение к суду. И ровно после того, как Джейкоб Зума оказался за решеткой, как раз по обвинению в неуважительном отношении к суду, по стране и вспыхнули беспорядки. Нынешний президент Сирил Рамафоза говорит о том, что стали эти беспорядки, что они были срежиссированы, что за их организацией стоят люди как раз в окружении Джейкоба Зумы, и, вероятнее всего, одна из его дочерей, у Зумы, по-моему, 3 жены, в ЮАР разрешено многоженство, у него какое-то безумное количество детей, он даже в разных интервью путался, по-разному упоминал, сколько у него на самом деле детей, но вот одна из его дочерей очень активно его сторонница, всячески его поддерживает. Судя по тем документам, судя по тому, что удалось восстановить журналистам, работающим в ЮАР, действительно, самые первые выступления, самые первые бунты начались с того, что в родной провинции Джейкоба Зумы к каким-то центральным магазинам, к центральным складам с продовольствием, к портам и к каким-то другим жизненно важным объектам инфраструктуры грузовиками, автобусами свезли людей, которые начали, вот как по приказу, как по свистку, грабить и разорять склады, магазины, порты и так далее. В итоге пришлось даже на несколько дней перекрывать автомобильное и железнодорожное сообщение с несколькими городами и провинциями ЮАР, потому что не было уверенности в том, что грузы доедут в целости и сохранности, а люди, их перевозящие или их охраняющие, выживут. В итоге действительно на несколько дней ЮАР погрузилась в хаос настоящей гражданской войны. Полиция и военные, которые были отправлены разгонять протестующих, в итоге уже буквально на второй день вынуждены были наблюдать, не вмешиваясь в происходящее. Почему? Потому что толпы грабителей носились по городам, уже, естественно, подтянулись к первоначальным зачинщикам и другие люди, которым было там наплевать и на Джейкоба Зуму, и на его аресты, и на его коррупционные дела. Они просто решили поучаствовать в разграблении собственных городов и собственной страны, а у полиции и у спецслужб, которые были направлены для того, чтобы разгонять эти преступления, для того, чтобы каким-то образом привлечь к порядку тех людей, которые занимались грабежом и насилием, очень быстро закончился слезоточивый газ и очень быстро закончились резиновые пули. То есть людей оказалось так много, вот тех грабителей, тех хулиганов, зачинщиков и устроителей беспорядков, что полиция в какой-то момент оказалась бессильна. Нечем стало их разгонять, нет гранат со слезоточивым газом, нет резиновых пуль, и они просто вынуждены были несколько дней, пока не пришло подкрепление, не были розданы новые какие-то запасы снарядов, новые запасы амуниции, вынуждены были просто вот наблюдать буквально за тем, как продолжают грабить их страну, продолжают грабить их города. Известно, что только на уничтоженной продукции было потеряно порядка $1,5 миллиарда. Сколько там
потерь, связанных с уничтожением собственности, связанных с простоем поездов, грузового транспорта, авиатранспорта и так далее, подсчитать пока не представляется возможным, но там действительно речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Как говорит президент Рамафоза, главной целью зачинщиков этих беспорядков было, собственно говоря, свержение действующей власти и возвращение на президентские позиции, может быть, не в роли президента, может быть, в роли какого-нибудь там временного главнокомандующего, в роли диктатора или так далее, того самого Джейкоба Зума, который сейчас, собственно говоря, находится под следствием за какие-то безумные, бесконечные коррупционные преступления. Но, как сейчас уверяют власти, контроль даже над КваЗулу-Наталь, той самой провинцией, в которой были самые большие, самые масштабные бунты, уже восстановлен. Уже говорят о том, что пускай бунты тщательно режиссировались и планировались, но властям удалось сломать тот сценарий, за которым стоят, судя по всему, очень возможно, кто-то из ближайшего окружения Джейкоба Зумы, и уверяют, что расследование в отношении преступлений господина Зумы продолжится, и что если он действительно виновен в том, в чем его обвиняют, ему придется провести за решеткой столько лет, сколько решит суд. Но тут действительно теперь нужно будет понимать, что ведь это сейчас его приговорили всего на несколько недель, и тут же начались бунты, тут же там больше 300 погибших и миллиарды долларов финансовых потерь. Если суд признает его виновным в совершении куда более сложных, куда более опасных преступлений и приговорит его уже к реальному, к большому сроку заключения, то какими-то вот этими вот локальными стычками дело может и не ограничиться. И власть должна будет заранее предпринимать какие-то меры, помня о том, как у полицейских, у военных закончились резиновые пули, помня о том, что вот буквально несколько, в том числе очень крупных городов и районов были отданы на разграбление этой самой беснующейся толпе. Я надеюсь, что действительно власть ЮАР сделает правильные выводы и уже как-то будет более ответственно относиться к происходящему у себя в стране. Ну, а мы из ЮАР переносимся на Ямайку. Тамошние законодатели выступили с очень важной, как мне кажется, инициативой, у которой могут быть очень далеко идущие последствия. Причем эту инициативу поддержали как правительство Ямайки, так и люди из оппозиции. То есть фактически выступили они единым фронтом, хотят ямайское правительство хочет добиться от Великобритании компенсации за века рабства, в котором пребывали предки современных жителей Ямайки, ну, по крайней мере, большинство современных ямайцев, у большинства из них предки были рабами, завезенными британскими или отчасти испанскими работорговцами туда, на Ямайку, с африканского континента. Для того, чтобы было понятно, насколько эта история сейчас близка к нам. Может казаться, да, там в 1840-е годы отменили рабство, на что мы будем так далеко смотреть. На самом деле эта история во многом нам современная. Объясняю почему. Когда освободили ямайских рабов в 1840-е годы, это произошло, не сами рабовладельцы хотели их освобождения. Они бы с удовольствием продолжали пользоваться бесплатным трудом темнокожих невольников, но под давлением британского правительства фактически Лондон заставил их освободить и рабов. И для того, чтобы не вызывать недовольство рабовладельцев, британское правительство взяло кредит по нынешним деньгам. Тогда это было 20 миллионов фунтов стерлингов, сейчас сложно себе представить. Это миллиарды и миллиарды фунтов стерлингов для того, чтобы компенсировать потери рабовладельцам от освобождения рабов. Так вот, выплаты по этому кредиту британское правительство прекратила совершать, закрыла этот кредит только в 2015 году. Меньше 6 лет назад британское правительство полностью расплатилось по долгам, взятым этим долгам, для того, чтобы наладить отношения со вчерашними работорговцами, со вчерашними рабовладельцами. Давайте сейчас короткий сюжет о истории Ямайки, о том, кто эти люди, которые сейчас требуют справедливости, посмотрим, а потом расскажу, какой может
какой может быть судьба этого самого иска, этих самых претензий ямайского правительства к британскому правительству? Ямайка – островное государство в Карибском море. Остров был заселен людьми еще в древности. Археологические исследования свидетельствуют, что первые поселенцы прибыли на Ямайку как минимум за 1000 лет до начала нашей эры. Этими поселенцами были жители других Карибских островов и прибрежных территорий южноамериканского континента, известные как Араваки. С собой на Ямайку они привезли свои сельскохозяйственные культуры – картофель, маис, табак. Несмотря на развитое сельское хозяйство, араваки до прибытия европейцев жили по правилам и устоям первобытно-общинного строя, не имели письменности, не строили постоянного прочного жилья, пользовались в быту и на охоте примитивными орудиями из камня. Тем не менее, араваки и таино, как называлась та часть народа, что осела на Ямайке, оставили заметный след в западной культуре. Так, такие общеупотребимые слова, как барбекю или ураган, попали в западные языки после того, как Карибские острова были открыты европейцами. Первым жителем Старого Света, прибывшим на Ямайку, был Христофор Колумб. Его корабль пристал к берегам острова 5 мая 1494 года. Первооткрыватель дал найденному им куску суши имя Сантьяго в честь святого Якова, небесного покровителя Испанской империи, отправившей Колумба в дальнее путешествие. Но имя это не прижилось. В обиход вошло индейское название Ямайка, что переводится примерно как «земля родников». Долгое время остров считался настоящими задворками Испанской империи. На нем не нашли золота или других драгоценностей, поэтому европейцы переселялись туда крайне неохотно. Долгое время большую часть европейского населения острова составляли военные, отправленные туда против своей воли. В жарком, влажном климате без привычной пищи они во множестве умирали и часто поднимали бунты против своего же командования. Осознанно на Ямайку ехали или авантюристы, верившие в то, что где-то в глубине острова все-таки есть сокровища и их можно найти, или евреи из Испании и Португалии, на которых в Европе развернула настоящую охоту католическая инквизиция. На Ямайку, которая долгие годы была не коронным владением испанских монархов, а семейной вотчиной Колумбов, инквизиторов не пускали, благодаря чему тысячи евреев из Европы смогли спастись, перебравшись на далекий остров. Правление потомков Колумба подошло к концу в 17 веке. В это время Испания была уже не единственной великой морской державой. Вызов ей в южных морях бросила Великобритания. Испанская корона фактически отняла у Колумбов остров в попытке превратить его в свою военную базу на Карибах, но не успела. В 1655 году небольшой испанский гарнизон сдался британцам. Британцы не особо рассчитывали на экономический потенциал нового приобретения, но оценили стратегическое положение острова. В британских документах Ямайка даже поэтически обозначалась как «кинжал», направленный в сердце Испанской империи. Лондон заселил остров каторжниками и ирландскими мятежниками, пытавшимися добиться независимости. Однако в 17 веке большинство населения Ямайки были чернокожими. Порабощенные коренные жители острова во множестве гибли от завезенных европейцами болезней и не выдерживали тяжелых условий труда на плантациях. Поэтому британцы начали завозить рабов из Африки. Рабский труд обогатил многих колонистов, и они всерьез боялись потерять свои богатства в случае, если испанцы попробуют вернуть себе Ямайку. В Лондон одно за другим шли письма с просьбой защитить новое приобретение империи. Имперские власти решились на особенный шаг. Они пошли на признание пиратов, грабивших корабли в Карибском море, защитниками интересов короны. Морским разбойникам было даровано право беспрепятственно заходить в порты Ямайки, пополнять там свои запасы и пользоваться помощью местного гарнизона. Взамен они должны были нещадно топить или захватывать испанские корабли. Вскоре Ямайка стала настоящим пиратским островом, а бывший испанский форт на побережье превратился в их столицу – город Порт-Роял.
Посещавшие Ямайку путешественники были удивлены его размерами и красотой. В городе стояли каменные дома, построенные по образцу лучших домов Лондона. Дороги были аккуратно вымощены, а жители одеты по последней европейской моде. Конец всему этому пиратскому великолепию положила целая череда катастроф. 2/3 города оказались разрушены землетрясением 1692 года, а оставшиеся или восстановленные после него дома были уничтожены пожаром 1703 и ураганом 1722 годов. Но на Ямайке остались другие города, в том числе и те, что были захвачены или основаны беглыми рабами. Африканцы часто устраивали бунты и даже целые войны. Лондон отвечал отправкой на остров все новых военных частей и массовыми депортациями чернокожих. Но силы были явно неравны. Африканцев местные плантаторы завезли так много, что никакому экспедиционному корпусу было не под силу справиться с их восстаниями. В конце концов, в 1804 году из-за угрозы новых бунтов Лондон запретил продажу рабов во всех своих владениях, а в 1834 и вовсе признал рабство незаконным, освободив всех невольников. Однако и после освобождения рабов Ямайкой управляли представители богатого белого меньшинства острова, в большинстве своем презрительно относившиеся к потомкам привезенных из Африки невольников. Ямайские чернокожие, ощущавшие себя чужаками, идеализировали Африку как континент, на котором все они будут счастливы. Мифы о прекрасной Африке, где все будут счастливы, как только там соберутся чернокожие со всего света, уже в начале 20 века оформилось в целую религию – растафарианство. Растафарианство не утратило своей популярности и после того, как в 1962 году Ямайка стала независимым государством, власть в котором перешла к чернокожему большинству. Наоборот, расцвет новой религии пришелся именно на 60-е и 70-е годы прошлого века благодаря музыкальному стилю регги, исполнители которого в большинстве своем исповедовали растафарианство. Наиболее известный исполнитель регги Боб Марли даже через несколько десятилетий после своей смерти остается наиболее известным и влиятельным ямайцем. Наравне с регги Ямайка дала миру такие музыкальные стили, как калипсо, рокстеди и ска. Кроме того, остров известен своей сборной по крикету и единственной в тропических странах командой по бобслею. На Ямайке учился лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт. Уроженец острова писатель Марлон Джеймс получил в 2015 году престижную Букеровскую премию за свой роман «История 7 убийств». Остров ежегодно посещает сотни тысяч туристов и сотни искателей кладов. Многие верят, что именно на Ямайке спрятал свои так до сих пор и не обнаруженные сокровища знаменитый пират Джеймс Морган. Другие же считают, что на Ямайке все же есть залежи золота и пытаются их обнаружить с помощью старых карт и новейших технологий. Что говорят сейчас нынешние ямайские политики? Да, конечно, Ямайка наш дом, конечно, мы здесь родились и выросли, конечно, здесь родились и выросли наши отцы, матери, деды, бабушки и так далее. Но мы сюда попали против своей воли. Мы никогда не просили, чтобы нас сюда везли. Дело в том, что нас сюда привезли, наших предков сюда привезли вопреки их желаниям. В среднем, по оценкам, порядка 600 тысяч темнокожих африканцев были привезены британскими рабовладельцами и работорговцами на Ямайку. Ямайка вообще долгое время была центром британской работорговли. Сколько из этих людей, сколько из этих 600 тысяч погибли, мы можем только догадываться, потому что это очень тяжелые, особенно в те времена, были условия работы, тропики, болезни, отвратительное отношение, конечно же, российских хозяев к собственным невольникам. Понятно, что огромное количество человек погибло просто от болезни, от тяжелого труда, были забиты или застрелены надсмотрщиками и так далее. То есть сейчас ямайские власти, ямайские политики говорят:
мы здесь живем, да, это наш дом, но слушайте, нас сюда притащили насильно, нас оторвали от наших корней, нас сюда привезли, наши народы убивались, уничтожались здесь. Наши предки веками пахали на хозяев, которые ничего взамен не получая. Более того, когда нас освободили, то деньги дали не нам, не нашим предкам, а дали тем людям, которые угнетали наших предков. Еще, значит, выплатили сколько лет, аж до 2015 года расплачивали за эти долги перед угнетателями, перед рабовладельцами. Давайте теперь по справедливости вы дадите деньги нам за то, что унижали наших предков, за то, что держали в рабстве много поколений ямайцев, за то, что фактически руками наших невольников, наших предков выстроили свою империю. Платите. Пока речь не идет о судебном иске, пока речь идет о петиции, которая будет направлена Ее Величеству Королеве Великобритании Елизавете II и правительству, которое формально подчиняется Елизавете II. В этой петиции будет рассказано о том, что, смотрите, вот происходило так-то и так-то, как я сейчас объяснил, наши предки находились веками в рабстве, при этом мы оказались лишены всего. Пожалуйста, давайте хотя бы символически продемонстрируйте готовность готовность признать свою вину Британии как государства, понятно, а не королевы. Королевы не было тогда на свете. За рабство, за века рабовладения, работорговли. И хотя бы символическую сумму выплатите в знак компенсации за совершенные вами преступления. Сумма, на самом деле, вот если ее так в общем брать, она выглядит внушительной. Просят ямайцы больше 10 миллиардов долларов, там больше даже 10,5 миллиардов долларов. Но если ее разделить на все население Ямайки, если предположить, что эти деньги пойдут, вот просто будут выданы каждому ямайцу из тех, кто сейчас живет на острове, то сразу эта большая какая-то такая внушительная сумма превращается в не очень большую и в не очень внушительную. Получится, что каждый должен будет из ямайцев на свой счет получить чуть больше $3000, может быть, около $3500. То есть это действительно получается нереальная компенсация за века рабства и века унижения, за десятки, а то и сотни тысяч погибших от плохих условий труда, от издевательств рабовладельцев, от невыносимого климата и так далее. А вот просто действительно что-то такое символическое, что-то, благодаря чему британцы смогут с чистой совестью сказать: ну вот да, мы, конечно, веками издевались над предками ямайцев, но теперь хоть как-то, хоть чем-то загладили свою вину перед ними. Что ж, на этом я прощаюсь. Напоминаю, это был Прайм Мацарский на телеканале АТР. Увидимся уже в ближайшую пятницу. На этом прощаюсь. Всего хорошего.